Здравствуйте, меня зовут Макарова Софья, я ученица 21 школы 6 Б класса. Владимир Крупин. Молитва Матери. Материнская молитва с дна моря достанет. Эту пословицу, конечно, знают все, но мало кто верит, что пословица эта сказана не для красного словца, а совершенно истинно. И за многие века была подтверждена бесчисленными случаями. Отец Павел, монах, рассказал мне историю, которая произошла с ним недавно. Он рассказывал ее так, как будто бы все точно так и должно было произойти. Меня же этот случай поразил. Я его перескажу. Не думаю, что он удивителен только для меня. На улице к отцу Павла подошла женщина и попросила его сходить к ее сыну, исповедать. «А я очень торопился», — сказал отец Павел. «Да в тот день не успел. Да, признаться, я адрес забыл. А еще через день рано утром она мне снова встретилась. Вся взволнованная и просила, прямо умоляла пойти к сыну. А я почему-то даже не спросил, чего же она со мной не идет. Ну, я пошел по адресу, поднялся по лестнице. Открыл мужчина, очень неопрятный, молодой. Сразу видно, что сильно пьющий. Смотрел на меня дерзко. Я был в облачении. Я поздоровался. Говорю: здравствуйте. Ваша мама просила меня зайти к вам. Он с таким вызовом: ладно врать, но у меня мать как 5 лет умерла. А на стене фотографии среди других. Я показываю на фото, говорю: вот, именно эта женщина и просила меня к вам зайти. Значит, вы за мной с того света пришли? Нет, говорю, пока с этого. А вот что я тебе скажу, ты выполни. Завтра с утра приходи в храм. А если не приду? Придешь. Мать просит. Это грех родительские слова не исполнять. И он пришел. И на исповеди его прямо так и трясло от рыданий. Говорил, что он мать выгнал из дому. Она жила по чужим людям, да вскоре умерла. Он-то даже и узнал-то потом, даже не хоронил. А тем вечером я в последний раз встретил его мать. Она была очень радостная. Платок на ней был светлый, а до этого темный. Очень благодарил. Говорила, что сын ее прощен, и что она уже с ним виделась. Тут я уже сам пошел по его адресу. Соседи сказали, что вчера он умер. Увезли в морг. Вот такой рассказ отца Павла. Я же грешный. Думаю, значит, его матери было дано видеть своего сына с места, где она была после своей земной кончины. Значит, и там ее молитвы были так горячие, что ей было дано воплотиться и попросить священника исповедать ее сына. А главное, значит, она любила его, любила своего сына, даже такого, пьяного, изгнавшего родную мать. Значит, она не сердилась, и, зная уже больше нас об участи грешников, сделала все, чтобы участь эта миновала ее сына. Все. Молодец, Сонечка.